Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Мы продолжаем рубрику «Ко Дню Победы» в эти дни 25 лет назад. 25 лет назад, 25 сентября 1993 года в Сухуме в 14 часов началась операция по освобождению старого поселка, который к вечеру того же дня был освобожден. Российские суда вывозят из Сухума и Гулрыбжского района около 14 тысяч беженцев. Во избежание ненужного кровопролития абхазское командование предлагает грузинским вооруженным формированиям покинуть город через специально оставленный на востоке проход. Официально грузины отказываются, но через несколько дней они воспользуются этим коридором. К 25-летию со Дня Победы и независимости Республики Абхазия подготовлен ряд праздничных мероприятий. 26 сентября в 14 часов в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии откроется выставка, посвященная 25-летию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 26 сентября в 17 часов в Госфилармонии состоится праздничный концерт ветеранов войны. 28 сентября в 10 часов утра в селе Мукучемчирского района состоятся конно-спортивные состязания «Национальные игры Мукашта». В этот же день в час дня в Абхаз-Госфилармонии начнется организованное Министерством обороны торжественное мероприятие. 29 сентября в 14 часов в селе Джгиарда состоится церемония возложения цветов к могиле второго президента Абхазии Сергея Багапша. В этот же день, 29 сентября в 15 часов в Очамчире начнется церемония открытия памятника погибшим в Отечественной войне. А в 6 вечера 29 сентября в Абхаз-Госдрамтеатре в Сухуме состоится премьера спектакля Мадины Аргун «Гумистинская баллада». А в 15 часов в Доме культуры Очамчира состоится концерт ко Дню Победы. 30 сентября в День Победы и независимости в 9 утра начнется церемония возложения цветов к мемориалу первому президенту Республики Абхазия Владиславу Григорьевичу Арзенбо в селе Нижняя Шера Сухумского района. А в 10 часов к мемориалу в парке Славы Сухума. В 10:30 на площади Свободы состоится торжественное прохождение ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. В 11 утра там же на площади Свободы состоится военный парад, посвященный 25-летию Дня Победы и независимости. В 12:30 по площади Свободы пройдут участники акции «Бессмертный полк». В 15 часов на набережной Махаджиров у колоннады начнется праздничный концерт, организованный администрацией города Сухум. В 16:30 на площади у Драмтеатра состоится праздничное мероприятие, организованное ВАГ. В 20 часов на стадионе «Динамо» в Сухуме начнется праздничный концерт, посвященный 25-летию Дня Победы и независимости. В 21:30 состоится праздничный салют. В преддверии празднования 25-й годовщины со Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии в Сухуме прошел съезд победителей, в работе которого принял участие президент Рауль Хаджимба. На съезде был оглашен указ главы государства о награждении медалью за победу всех погибших во время Отечественной войны 1992-1993 годов и скончавшихся после войны защитников Родины посмертно. Медалью за победу будут награждаться и все ветераны войны. Репортаж Ирины Аршпа. В этом году Абхазия отмечает две знаменательные юбилейные даты – 25-летие со Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии и десятилетие международного признания независимости. Съезд победителей проводится впервые, и приурочен он именно к этим датам. И, конечно же, главные гости форума – участники войны, ветераны-победители. Мы чествуем тех, для кого защита Родины превыше всего. Настоящих патриотов, которые стояли страну и принесли победу. Отечественная война народа Абхазии была для нашего народа временем суровых испытаний, страданий, трудностей, борьбы и славных побед. Участников съезда приветствовал президент Рауль Хаджимба. Как отметил глава государства, за четверть века Абхазия прошла через сложнейшие испытания, но ни разу народ республики не допускал возможность отказа от достигнутых завоеваний. И теперь, самое главное, победив в войне, не проиграть в мирной жизни, подчеркнул президент. Сегодня мы продолжаем думать о войне, или, лучше сказать, о борьбе, но уже на мирном фронте. Победив в войне, мы не должны проиграть мир. Мы должны все как один, объединившись,
бороться за безопасность и здоровье нации, экономическое и социальное развитие, укрепление государственности, закон и порядок, международные позиции Абхазии. Кто, если не победители, участники войны, обладают высшим авторитетом в обществе? Кто, если не вы, должны быть движущей силой позитивных изменений? Поэтому на вас, на всех нас лежит колоссальная ответственность за настоящее и будущее нашей страны. С праздником Победы участников форума и всех ветеранов Отечественной войны народа Абхазии поздравила председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба. Дорогие ветераны, победители, поздравляю вас с 25-й годовщиной победы в Отечественной войне народа Абхазии. Слава всем отважным девушкам и здесь сидящим, и которые смотрят нас. Вечная память павшим. Низкий поклон родителям добровольцев Северного Кавказа, Южной Северной Осетии, Юга России, отцам и матерям абхазской диаспоры в Турции, Сирии, Иордании и других странах, воспитавших достойных сыновей и дочерей, которые плечом к плечу вместе с нашими сыновьями и дочерями отстояли свободу и независимость Апсны. В этом году все участники Отечественной войны народа Абхазии будут награждены медалью «За победу». И в первую очередь, согласно указу президента Рауля Хаджимба, награждены посмертно Владислав Ардзенба, Сергей Багапш, Сергей Дбар, Султан Сосналиев, Владимир Аршба, Гиви Агарба и Мушни Хварцкие. Медали были торжественно вручены их семьям. На съезде также были зачитаны имена всех награжденных медалью «За победу» посмертно. За вклад в победу в Отечественной войне народа Абхазии наградить медалью «За победу» посмертно Абахбаузба Бахадыра Нихатовича, Авджан Андрея Карапетовича, Авджан Сергея Андрониковича, Авидян Сурена Вартановича, Бауди Саид Семеевича, Абазова Алима Алиевича, Абазова Арсена Юсуфовича. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Тамас Чукувани, Абхазское телевидение. Торжественное собрание судей Республики Абхазия, посвященное празднованию 25-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии, прошло в здании Верховного суда Республики. Ветеранам войны, работникам судебной системы были вручены почетные юбилейные награды. Репортаж Алики Трапш. В торжественном собрании судей Республики Абхазия приняли участие президент Рауль Хаджимба, спикер Народного собрания Валерий Кварчи, судьи Конституционного и арбитражного судов и судов общей юрисдикции Республики Абхазия, а также судьи, находящиеся в почетной отставке и работники аппарата судов. Как отметила председатель Верховного суда Абхазии Манана Делба, с первых дней войны на защиту Родины встали больше 30 работников судебной системы страны. В боях за свободу и независимость Апсны они проявили мужество и героизм, и многие из них награждены почетными орденами и медалями. Дорогие ветераны Отечественной войны народа Абхазии, вы главные герои Дня Победы, великого праздника. Ваш подвиг предопределил мирную, достойную жизнь для молодого поколения, дал им возможность созидать и смело идти вперед. От имени Верховного суда страны и от себя лично искренне поздравляю всех с победой. Пусть мир властвует в нашем Отечестве, пусть больше никогда не прольется и капля крови, защищая народ и государство. Пусть ни одной семье больше не придется снова пережить страдания и лишения, которые они испытали в 92-93 годах. Всем сердцем желаю всем здоровья, благополучия, успехов и во всех добрых начинаниях. С Днем Победы всех! Немалый вклад внесло судейское сообщество Абхазии в послевоенное устройство страны, принимая непосредственное участие в деле управления правопорядком, становлении правовой системы республики и в осуществлении правосудия. На сегодняшний день в судебной системе Абхазии неустанно трудятся немало участников войны. На торжественном собрании каждый выступающий выражал слова признательности ветеранам войны, благодаря которым была добыта долгожданная победа. Сегодня перед нами стоят не менее сложные задачи по укреплению основополагающих принципов развития государства. И мы сделаем все для того, чтобы наша страна была территорией закона и порядка. Примите наши искренние пожелания с этим юбилейным днем. Желаем вам всем добра, благополучия и мирного неба над нашей страной. Я уверена, что вместе мы добьемся всех тех целей и задач, на которые наш народ перенес столько испытаний.
Президент Рауль Хаджимба поздравил судейское сообщество Абхазии с наступающим Днем Победы и независимости и пожелал им успехов в их нелегком труде. يغلط وبسبستازارا حرا يخا حزجو أوسوا حزكو شراء أميو يتزق يارلسنا السوциал تغلازاشة حرت حاجلري شرطة الله ريبش экономика дошакала ахашпша йоу рيبش أبزر بحمز يايرا بامش وبزر زجرلا أمانشالرا شادنا كلازات يايرامش. В честь празднования 25-й годовщины Победы и независимости Абхазии президент Рауль Хаджимба вручил юбилейные награды за победу ветеранам войны, работникам судебной системы. А судьям, внесшим существенный вклад в развитие и становление судебной системы Абхазии, указом президента присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Абхазия». Алика Трапш, Роберт Ломия, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. 25 сентября президент Рауль Хаджимба подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный юрист Республики Абхазия». За заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан и организаций, высокий профессионализм, почетное звание «Заслуженный юрист Республики Абхазия» присвоено Авицба Алле Отаровне, судье в отставке, Мукба Мэри Романовне, председателю Гагарского районного суда, Пачуля Раулю Арушановичу, судье Верховного суда Республики Абхазия. 27 сентября – день освобождения столицы нашей Родины – Сухума. К этому дню Сухумская городская администрация подготовила ряд праздничных мероприятий. В 10 часов состоится возложение венков в парке Славы. В 11 утра на набережной Махаджиров у Драмтеатра начнется конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. В 15 часов в Госфилармонии начнется торжественное мероприятие, посвященное освобождению города Сухум. В 16 часов на набережной Махаджиров состоится открытие пленэра и выставки работ учащихся Сухумской детской художественной школы. В 17:30 начало творческого мероприятия «Остров поэзии» в парке имени Баграта Шинкуба. В 18:30 в парке имени Баграта Шинкуба состоится показ видеооткрыток поздравлений из разных стран с Днем Победы. Там же будет установлена праздничная фотозона с изображением государственной символики и организована раздача памятных лент с символикой праздника и разноцветных шаров. В это же время на площади имени Сергея Багапши начнется рок-концерт ансамбля «Амзара» баллада абхазского этноса. В 20 часов на набережной Махаджиров у колоннады начнется театрализованное представление «Харахару Арихаба», показ игрового по мотивам рассказов ветеранов войны, а затем живое исполнение композиций песни, рожденные войной. В 22 часа праздничный фейерверк. В день освобождения столицы 27 сентября на набережной у колоннады состоится премьера фильма Эммы Ходжа, посвященного памяти первого президента Абхазии Владислава Арзымба. Название фильма авторы пока не раскрывают. Съемки фильма начались еще в июне. Это история, основанная на реальных событиях 25-летней давности, рассказанные бойцами абхазской армии. История жизни сухумских ребят, которая в одночасье превращается в ужас войны. Авторы проекта не стали менять настоящие имена героев на сценические. В фильме нашлось место и драме, и любви, и героизму. Одна из главных целей картины, название которой будет раскрыто лишь на презентации – патриотическое воспитание и сохранение духовной связи молодого и старшего поколений. Мы восстановили военный эпос, восстановили военный песен, фольклор. И кажется, что у нас неплохо получилось. И когда у нас сложилось такое содружество, мы решили снять вот такой вот фильм. Получилась, на мой взгляд, такая очень симпатичная история. В общем, история о том, как сухумскому мальчишке приснилась война. То есть он себя увидел на войне взрослым. То, что
с ним должно было произойти потом через какое-то время. Любовь, верность, героизм, патриотизм, трусость, предательство – все это зрители смогут увидеть 27 сентября, в день презентации на набережной у Колоннады. Над созданием картины работало немало людей. Как отметил режиссер-постановщик фильма Эрик Мика, самая сложная часть работы – это то, что роли исполняли непрофессиональные актеры. Ни одного профессионального актера, понимающего вообще актерское мастерство, понимающего, не было на площадке. Приходилось максимально интегрироваться, максимально психологически общаться, сближаться очень сильно с мальчиками, потому что это была страшная жара, это практически все лето, это вот самые знойные дни. Самое главное, я понимал, что я хочу от ребят, очень хорошо понимал и максимально считаю, что смог из них это вытащить и получить. И у нас было абсолютно полнейшее стопроцентное понимание и с моим, разумеется, старшим другом, братом, с коллегой, с режиссером Тимуром Кучбери и с мальчиками, за что им хочу сказать огромное спасибо. Говоря о полнометражных фильмах или о каких-то серьезных проектах, мы прекрасно знаем, как устроена психология нашего абхазского общества. С большой любовью и уважением хочу сказать, что сразу напрягается внутреннее мнение типа «а ну-ка покажите, что вы там сделали». Я хочу обратиться ко всем, кто уже потенциально готов быть критиком. Здесь критиковать нечего, ребята, это первая попытка, просто вот такая вот маленькая любительская попытка сделать полнометражную картину из совершенно свежего, придуманного, написанного по этому случаю сценарию. Поэтому приходите все на презентацию, которая состоится 27 сентября на открытой площадке в центре города. И посмотрите просто эту картину, как на работу, что смогла сделать группа таких же ребят, как и вы, совершенно без каких-либо там спонсоров, без каких-то финансовых поддержек, просто силами, своими силами, силами друзей, патриотов, близких, не знаю, однополчан. 9-летний Арсол Гвинджи в фильме, основанном на реальных событиях, сыграл главную роль. По его собственному признанию, это было лучшее лето в его жизни. Я снимался под дождем, очень много раз промок, очень было холодно тогда. Еще видел настоящее оружие, трогал их, держал их, видел настоящие окопы. И, было очень интересно. Еще один маленький актер, которому посчастливилось сняться в этом фильме, Инар Гумба. Он сыграл роль одного из героев в детстве. Это было невероятное лето. Я снялся в фильме. У меня появились новые друзья. Больше всего мне из момента фильма понравилось, когда мы купались вместе и дрались. Я очень сильно жду презентацию фильма. Автор проекта Харахару Арихабы, журналист Эмма Худжа, в предыдущие годы тщательно подбирала песни, рожденные в трудное для Абхазии военное время, которые потом вошли в музыкальный альбом. Многие из них так и запомнились зрителям с гитарой в окопах на передовой. Музыкант, аранжировщик, композитор Андрей Гумба говорит, что над каждой композицией они работали очень деликатно. С начала музыкального проекта Харахару Арихабы в нем приняли участие около 100 человек. Сыновей и дочерей реальных героев войны и, конечно же, сами ветераны. И вот спустя несколько лет, 27 сентября, в 25-летие освобождения Сухума, жители и гости столицы смогут услышать новые песни, которые вошли в новый альбом Харахару Арихабы. Мы во всем этом масштабе отвечаем за музыкальную часть. Изначально с первого фильма, как завелось уже у нас, мы делали аранжировки и в последующем уже на концертах играли все это. И вот сейчас, 27 числа, у нас будет концерт, в концертную программу, в которую войдут песни уже из 3 фильмов. Там будут и новые песни с 3-й серии, и известные всем старые, скажем так. 25 лет назад у Нижнего Гуместинского моста велись ожесточенные бои. Здесь располагались блиндажи. В этих самых окопах тогда военкор Эмма Худжа брала интервью у абхазских бойцов, которые первыми шли в бой. И вот перед началом съемок вся съемочная группа своими руками расчищала эти окопы. Практически они заново их вырыли. Именно в одном из них и снимался фильм. Сегодня, когда большую часть работы над спецэффектами в кино берут на себя электронные мозги, совершенно неожиданно в этом фильме обнаруживается, что все спецэффекты реальные, как и тяжелая техника. А сами ребята форсируют Гуместу в полной экипировке по натянутым тросам.
Большой помощи мне оказали представители силовых структур Абхазии, Мираб Кишмария, оружие, консультации и вот эти вот спецэффекты со взрывами, со стрельбой. Наверное, мы это не смогли бы осилить без помощи руководителя ЦСН Абхазии Рауля Харабуа, а также мы не смогли бы передвигаться без помощи директора Абхазтоп Беслана Авицба. Он помог нам очень горючим, так как у нас денег не было, фильм был малобюджетный, и всем миром помогали мне. И спасибо тем женщинам, которые бывало, что иногда приносили нам кушать на съемочную площадку. Этот фильм тоже снят, как и все наши предыдущие фильмы, силами творческого объединения Харуари Хаб. Весь этот проект посвящается памяти первого президента Абхазии, главнокомандующего вооруженными силами времен войны Владислава Арзенба. И сегодня вот ребята пришли еще раз почтить его память, потому что, несмотря на политическую конъюнктуру, на все какие-то события, которые происходят в стране, должны быть символы, ориентиры и люди, которые чтят подвиг, победу, и тогда у нас будет будущее. И по традиции, после завершения каждой съемки вся съемочная группа поднимается к мемориалу первого президента Владислава Арзенба для того, чтобы возложить цветы и почтить память человека, с именем которого наши бойцы шли в бой и побеждали. Человека, с именем которого связывают свободу и независимость Абхазии. Шакай, Туркаландия, Абхазское телевидение. В честь 25-летия со дня окончания Отечественной войны и десятилетия международного признания независимости Абхазии Министерством образования и науки республики были организованы республиканские соревнования среди школьников по строевой подготовке. В соревнованиях участвовали 8 команд из всех районов республики. Смотр строя и песни, название соревнований выбрано не случайно. Вот ребята в военном обмундировании стройным шагом проходят по площади Свободы. Каждой из команд было необходимо продемонстрировать знания строевых приемов, показать слаженность и подготовленность команды, а также исполнить строевую песню. В соревнованиях участвовали более 150 учеников старших классов школ из всей республики. В каждом районе проходили отборочные туры для участия в соревнованиях. Именно их победители сегодня удостоились чести пройти стройным шагом по этому знаковому для всего нашего народа месту. Когда я первый раз прошел, было чуть сложно, но мы преодолели эти все препятствия, мы там занимались. Потом нам выдали форму, мы в формах потренировались. Мы приехали сюда занять первое место и поучаствовать. Судьями соревнований выступили офицеры Министерства обороны Абхазии. В их задачу входило максимально строго оценить уровень подготовки ребят к соревнованиям. Учитывалось все – форма, стройность шага, осанка. Подобные мероприятия крайне важны для воспитания в молодом поколении патриотического духа, говорят специалисты. Память о нашей победе будет вечно передаваться из поколения в поколение. Вряд ли есть семья, которой не коснулась война. У кого-то воевал дед, у кого-то отец, у кого-то сын и муж. Мы, передавая дедовские и отцовские медали, о каждой из них рассказываем своим детям, что это за мужество, вот это за отвагу. Это история нашей страны, история семьи, история подвига и самоотверженности, верности долгу и Отечеству. Первое место заняла команда из города Гагра, второго места удостоилась команда из Учимчира и третье место заняли сухумские школьники. Победителям были вручены грамоты и кубки. На Сухумской горе заработал фонтан. Вокруг фонтана установлены лавочки. Расчистка территории Сухумской горы произведена силами городской администрации по решению мэра столицы Адгура Харазия в рамках подготовки Сухума к празднованию 25-летия освобождения столицы и Дня Победы и независимости Абхазии. Теперь появилась надежда, что фонтан станет еще одним местом для отдыха для сухумцев и гостей столицы. И в завершении выпуска о погоде.
По сообщению Гидрометцентра, в среду в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром ливневый дождь с грозой, днем осадки прекратятся. Температура воздуха ночью 11-16, днем 20-25 градусов. Температура морской воды 24 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.